Все, поехали. Что-то тучка там где-то над Форосом. Или Форос получается. Ну Форос получается ниже Форосской церкви, левее чуть-чуть, что ли. Или он на уровне Форосской церкви. Ну я имею в виду, что просто он ниже, возле моря. Вот это я не помню. Мне кажется, Форосская церковь чуть дальше, чем Форос сам. Немного дальше, как бы. Не прям, чтоб уж далеко. Не, Форос вон он. Ну, получается, да. Видно он Форос. Да, вот он, Форос с левой стороны. Так что рядышком. Вон она, Форосская церковь уже. Форос, вон он внизу там. Вон. Видно, не? Сейчас сюда вот так вот. Вон он, Форос весь. То есть вот он получается. Как это сказать? Перпендикулярно или как Форосской церкви. Фух. О, что-то у него барахлит там. Загорелся уже маленько. Подъемы, и уже, да, тепленько стало. Вспоминаю я, куда-то дорога пошла в лес. Фух. Вон Форосская церковь. Все, мы уже доехали до Форосской церкви. Фу, сейчас тут один поворот, и мы на церкви. — 44 километра до церкви. 45.
Вот последний подъем. Ох, какие там виды. Отсюда надо потом будет спускаться, стать, заснять. Вот там вот стать и заснять. Да, виды, конечно, огонь просто. А ну сейчас станем вот здесь вот. Опа. Вот это вид, конечно, здесь. А ну-ка, секундочку. Секундочку. Классный вид здесь, да. Вид обалденный просто. Все, поднялись уже. Вот она, Форосская церковь. Сколько? 44 километра. Сейчас будет 500 метров с Ялты. Нормально. А я что-то думал 45. Оказывается 44. Ну и ладно. 44, так 44. Вот она, церковь. С видом на море. Такая вот. Сейчас тут развернемся. Тут туалет он. Тут магазинчик вот какой-то есть. О. О. Все, сейчас передохнем. И можно будет ехать дальше. Опа. Добрый день. А кофе есть? Латте. Если можно, чтобы был такой горячий. 200 рублей. Ага. А сколько стоит? Такая 450. Ага.
Возьму вас и чашку с собой. Так. Так, сахар здесь, да? Ага. Да, сахарочек, вот мешалочки, вот. Угу. А сколько от вас вот отсюда ехать до водопада как-то, как что называется? А, это козырек? Да. Ну, смотрите, там километров 13. Отсюда, да? Угу. Не знаю, сколько, часа полтора. Не, ну я понял, я просто вот километраж 13, да? 13 километров. Спасибо большое. Спасибо вам огромное. Выключу вас. Текс. Итак, включение из Коцевели. Доехали до Коцевели. Спустились там на Севастопольскую трассу. Вот. Спустились, доехали до Мрии, потусовались в Мрии, сняли номер на 2 часа, сходили в спа, ну и вот едем назад домой. Ну сейчас, да, мы в Коцевеле уже, вот. От Коцевели до Ялты 27 километров. Сейчас мы проехали уже 64. 2 деления сейчас. Пропало 3-е деление где-то уже возле Мрии. Но я думаю, до Алупки должно хватить, а в Алупке уже переставимся. Продам свою землю. 1 километр кемпинг.
ветрено здесь, однако. Гора Кошка перед вами. Во всей красоте. Только забор мешает. Сейчас будет спутниковая тарелка. О! Сейчас покажу спутниковую тарелку. Тут постоянно стоят вот эти две машины. Портят только весь вид. Но вид есть чуть дальше. Вот так вот сейчас. Опа. Вот такой вид. Вечерний уже. Сейчас где-то уже часов 6, что ли, или полседьмого. Да, уже через где-то часик уже и потемнеет. Ну, тут я час где-то еду. До Алупки полчаса, и с Алупки до Ялты тоже полчаса. Ну, минут 40 максимум. Так что успеем. Приедем, будет нормально. Гора Кошка, еще падает солнце на гору Кошку. Морем пахнет. Запах такой насыщенный. Сейчас бы на пляж, но времени, блин, нету. На пляж нам еще. Раньше надо было выезжать. Я выехал с дому, где-то было уже 1:30. А надо было выезжать в идеале в 12, там, в 11. Тогда можно было и на пляж еще кайфануть. Ну ладно, в другой раз пораньше выехать надо, чтобы и на пляж успеть попасть. О, какие растут эти. Какие-то вот недавно начали. Или сирень, что ли, или что-то похожее на сирень. Цвести вот начали недавно. О, львы стоят. Охраняют вход. Пропуск через львов. Вон гостишка прикольная. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Так, так как я сейчас с рюкзаком, у меня там 3 кум, то мы сейчас поедем в объезд. Потому что я когда на легке езжу в Семейск, в Коцевель, я направо вот сюда, оп, ныряю. А так сейчас мы едем сюда вот, потому что рюкзак тяжелый, как бы не очень хочется там скакать. Та-ра-та-ра-та-ра-та.
Ой. Да, еще солнышко светит, значит, еще время есть до того, как сядет солнце и начнет потихоньку темнеть. Так, хотела где-то сходить по делам важным. Может, здесь где-то. Наверное, да. Сейчас сюда заскочим. Сейчас будем проезжать мимо горы Кошки. Вот это что-то построили, непонятно, что это. Отель, усадьба Голубой залив, 500 метров. Ха. Дорогу прям туда сделали. Интересно, что там за отель такой. Ха. Вот то надо будет, когда в Семейск чисто будем ехать, тогда да, надо будет заехать, подняться, посмотреть, что там такое. Вон такая красотища у нас тут. Красота-ляпота. Да. А вон сейчас покажу, цветет какой-то кустик. Фиолетовый, какой он. Фух. Гора Кошка. Проезжаем. Секундочку. Фото запечатлим. 18:40. Ну, нормально. Нормулик. Сейчас за полчаса доедем в Валубку. Вот. А потом уже с Алубки там останется понты. Понты-кенты. Можно даже турбо, в принципе, включить уже. Два деления тут, что мне тут? Одного деления до Алубки хватит с головой. Фух. Кипарисовая аллея Семиз. О. Фонтан не работает еще. В Ялте уже все фонтаны включили, а здесь еще нет.
Все, поехали. Поехали в Алупку. И на мопеде чувак газует. Ой, на турбо вообще приятно так. С 60 километров проехал на ЕМТБ, блин. На турбо, конечно, куда приятнее ехать. Сзади кто-то там ползет. На турбо можно прибавить газку. Это у них как бы такая работа. Да ёпсель. О, на турбо можно газовать. На турбо вообще круто ездить. После ЕМТБ. О. Не, ну да, ЕМТБ где-то 80% или 70%, а турбо все 100%. То есть разница ощутимая, как бы так. Ой. На турбо жара.
На турбо, конечно, вообще классно после ЕМТБ. Устал, так, ну, а переключился на турбо, и оно как-то придает силы крутить еще больше. Ну, вообще думал сегодня 100 проехать, но мне кажется, не получится 100. Это надо где-то найти, где-то 92 выйдет. Надо где-то найти 8 км, где найти, куда бы поехать, чтобы сделать соточку. Вот не знаю, может в газ по царской. Ладно, не будем загадывать, надо еще до Гаспры этой доехать до Ливадии. Ой, не до Ливадии, да. Ну, до поворота на Царскую тропу доедем, а там будет видно. Может, я уже устану. Но уже такая есть, да. Усталость как бы уже 70 км. 70 км, да, это вам не халям-балям. По горному Крыму. По горному Крыму куролесить. Хорошо тут на турбосиле. Турбосила, турбокнопка. Ой. Жопа уже побаливает, блин. Уже бы надо передыхать, передохнуть. Не-не-не. Опять тут водоемы эти. Хотел разогнаться, блин. Не получилось. Ладно, мы сейчас там дальше разгонимся. Мы сейчас здесь разгонимся. Во. Во. Дети бегают, блин. Мама, ой-ой-ой. Куда ж вы выбегаете на дорогу? Вон какие виды. Это мы уже почти до Алупки доехали. Даже не почти, наверное, уже это Алупка. Или чуть дальше она начинается. Фух. Та-ра-та-та-та-та-та-та.
Тетя стоит посреди дороги с кем-то по телефону. Лясы там чухает. На углу, блин, поставил, капец. Что-то самая маленькая звезда, когда чуток подъем есть, что-то она соскальзывает. Что-то там не работает. О! Все, сейчас пройдемся по Воронцовскому там парку пешочком, пускай жопа отдохнет. Жопе нужен отдых. Фух. Кавабанга! Все, доехали до Воронцовского дворца. Сейчас будет спуск вниз. Там капец, тормоза, конечно, скрипят. Ну что, завтра, послезавтра должны прийти эти тормоза новые. XT-шки поставлю и поменяю ротора. Вот эти диски тормозные. Мастер мерял, сказал, да у вас тут уже эти тормозные диски уже еле дышат. Должно быть типа, ну там когда новые, значит, там они этот размером идут по толщине где-то 1,8, 1,7, вот. А у меня сейчас 1,3 что ли. Ну то есть уже все как бы стерлись уже как бы капитально уже. Сказал, надо менять срочно. Ну, срочно, так срочно. Значит, поменяем, значит. Водопадик течет. Все, мы доехали до нижних ворот Воронцовского дворца. Ой.
Фу, сколько у нас там? 72 км. Все, пройдемся пешком. Фу. Уже 7 часов. Как раз где-то минут через 40 и потемнеет. Это нижняя проходная Воронцовского дворца. Самая близкая к морю. Самое близкое к морю. Фух. Так, это у меня последний этот аккумулятор для записи. 4 уже сели, это 5-й. Так что записи может не хватить до самой Ялты. На всякий случай скажу коронную фразу: до новых встреч в горах и на трассе. Ну, а мы пока продолжаем запись и идем пешком по Воронцовскому парку. Пахнет все. Цветет и пахнет все. Тут проход уже открыли, походу. Но табличка еще стоит сбоку. О, очки надо снять. Поставить уже. Светлые очки. Ой. Птички поют. Прошли спуск к детскому пляжу. Мы сейчас там станем дальше. Посмотрим. Но море тихо, спокойно, штиль. Сегодня капитальный штиль. Тут еще он все ремонт делают. Меняют все. Все никак не поменяют. Кот бегает по траве. Вот он, детский пляж здесь. Спуск вот там. И сюда вот так идешь. И балдеешь здесь. Ну, конечно, детский пляж не назовешь, как бы. Камушки везде такие. Не знаю, детский.
Пляж, как он детский. Горы Айпетри. Так, а этот у нас зубцы Айпетри, не помню, или там, а вон они, скорее всего, вот он, что ли, или чуток левее. Наверное, все-таки Алупка. Ну да, получается, где-то здесь они, наверное, вот то они и есть, зубцы Айпетри. Надо с тобой взять этот бинокль. Бинокль. Так, сейчас встанем, передохнем минут 5 и пойдем дальше. Вот здесь сейчас станем, да. Передохнем.